Здравствуйте! В эфире телеканалов НВК Саха и Якутия-24, программа «Якутия вперед». Сегодня глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев подведет некоторые итоги работы. Айсен Сергеевич, здравствуйте! Рады видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о достижениях республики не только в декабре, но и в целом в 2021 году. Ну и для начала отметим, подходит к концу объявленный вами год здоровья. В этом году сфера здравоохранения значительно удостоена особого внимания. В Якутске завершает строительство крупных медицинских объектов дальневосточного масштаба. В районах медицина тоже развивается. Какие основные успехи, достигнутые в сфере здравоохранения в год здоровья, вы бы отметили? Безусловно, можно долго перечислять количество объектов, построенных и введенных в рамках Года здоровья в республике. Но на самом деле, когда я объявлял и Год здоровья, и последующее десятилетие здоровья, мы имели в виду не столько и не сколько количество объектов. Хотя это тоже очень важно. В первую очередь мы сейчас, может быть, и из-за пандемии, которая второй год уже сотрясает всю нашу планету, мы наконец-то осознали, что главный ресурс, главное богатство человека – это здоровье. Мы часто это раньше говорили просто так, не понимая, наверное, истинную сущность этого слова, а сейчас мы понимаем, что здоровье, да, оно безусловно важно, и о нем надо заботиться. Но заботиться должно не только здравоохранение. Человек сам должен осознать, что здоровье – это главное его богатство. Соответственно, я много говорю о здоровом образе жизни, который мы должны вести, о профилактике, которую мы должны поставить во главу угла. Мы должны не лечить болезнь, мы должны вообще предотвращать болезнь. И, соответственно, система здравоохранения, она должна в целом поменяться, она должна стать, знаете, в хорошем смысле персонализированной. Для каждого человека медицина должна быть своя, потому что каждый человек разный. И, безусловно, в этом направлении так называемой предиктивной медицины, да, мы должны развиваться так же, как и передовые страны мира сейчас это делают. И, безусловно, огромная работа – это огромная перестройка системы здравоохранения. Вы правильно сказали, что это, конечно же, полностью обновление материально-технической базы. Причем и в городе Якутске, где у нас сосредоточены республиканские учреждения, и районы республики, где мы должны строить и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории. Конечно же, мы должны строить в том числе и новые здания центральных районных больниц. Мы в рамках национального проекта «Здоровье» получаем беспрецедентную помощь федерального центра. Вы правильно сказали, что строятся объекты, я бы даже сказал, не дальневосточного, а российского масштаба. Это и наш кардиологический центр, который, безусловно, будет по оснащению лучшим на Дальнем Востоке и одним из лучших вообще за Уралом. Уже сегодня здесь стоит оборудование, которое по всей стране имеется, значит, там 2 аппарата в Москве, 1 аппарат в Санкт-Петербурге, например, 4-й в Якутске. Да, такие аппараты именно как раз для лучшей работы по кардиологии, они уже у нас в нашем кардиологическом центре уже появились, идет их установка. Я очень надеюсь, что кардиологический центр, крупнейший на Дальнем Востоке, еще раз подчеркну, лучший по оснащению, он откроется уже к апрелю месяцу. Безусловно, мы сейчас должны думать и о том, чтобы каждый житель нашей республики в самых труднодоступных населенных пунктах был охвачен качественной медицинской помощью. Сейчас буквально на днях в Якутск прибыли первые 11 мобильных медицинских комплексов на базе автомобилей КАМАЗ, которые будут направлены для работы в районы республики. И, соответственно, сейчас уже медицинские бригады из районных центров смогут объезжать на этих мобильных комплексах как раз наши далекие труднодоступные населенные пункты с численностью порядка 100 человек, для того, чтобы каждый человек, еще раз говорю, был охвачен и диспансеризацией, для того, чтобы болезни выявлялись как можно на более ранней стадии, и человек постоянно понимал, что он все-таки находится, его здоровье под защитой государства. Конечно же, нам надо очень серьезную работу вести по внедрению достижений медицинской науки в здравоохранении. Это тоже та часть нашей работы, которая, несмотря на то, что у нас есть прекрасные достижения медицинской науки, у нас большое количество докторов наук, у нас есть научные открытия мирового, международного уровня, в том числе медицинской генетики, мы их пока еще не внедрили. И внедрение этих направлений в повседневную работу практического здравоохранения поможет нам достичь главной цели. Люди должны быть здоровы, люди должны жить долго. Если вы забыли, я могу напомнить, что к 30-му году все-таки средний возраст, точнее средняя продолжительность жизни в Якутии, она должна быть уже максимально приближена к 80 и более годам. От года здоровья к году матери.
Наступающий 2022 год во время обращения к Госсобранию ИЛТУМЭН вы объявили годом матери. На каких приоритетах будет построена поддержка материнства, может быть, не только в наступающем году, но и в последующее время? Безусловно, когда я объявлял Год матери в нашей республике, в юбилейном для республики 2022 году, я делал это абсолютно осознанно. Мы должны в нашей республике, в нашем обществе культивировать образ матери. Мы должны, знаете, поднять на такую, знаете, более высокую ступеньку положения матери. Мать — это то, что ценно для каждого человека. Это то, от чего мы все берем свои истоки, от чего мы в жизнь эту на этой планете пришли. И, безусловно, вот авторитет матери, именно лучшие общечеловеческие ценности, которые связаны с матерью, мы должны в нашем обществе по-хорошему культивировать. Конечно же, материнство нуждается в постоянной поддержке. И в своем послании я озвучил уже ряд направлений, по которым это будет идти. У нас 2 раза увеличена грантовая поддержка общественных движений, которые будут заниматься как раз популяризацией материнства, поддержкой материнства. Мы в 2 раза увеличиваем содержание приемных семей. Это тоже такая непростая, но важная работа. К сожалению, в республике плохо пока решается вопрос по предоставлению жилья для семей, имеющих 5 и более детей. У нас свыше 1800 семей в очереди. Каждый год мы обеспечиваем порядка 60 семей. Вот с 2012 года, когда эта программа начала работать, у нас всего лишь 600 семей обеспечено вот такими, скажем так, обеспечено улучшением жилищных условий, обеспечено квартирами. Это, я считаю, мало, потому что если такими темпами будем решать, этот вопрос будет решаться порядка 30 лет. Я в послании поставил задачу, чтобы правительство этот вопрос решило за 5 лет ближайшие. Уверен, что решения соответствующие будут приняты. Безусловно, мы должны достаточно большую работу провести по, скажем так, материальной поддержке семей. Сейчас на уровне страны будут приниматься меры по поддержке демографической политики, по поддержке детей. Недаром президент нашей страны Владимир Владимирович Путин недавно говорил о разработке и принятии такой системы. Но я считаю, что и регионы здесь должны идти в ногу со временем. Якутия, слава богу, в части рождаемости находится в лидерах в Российской Федерации. По коэффициенту рождаемости мы 6-е в стране, 1-е, безусловно, на Дальнем Востоке. Мы единственный регион, наверное, это, к сожалению, да, Дальнего Востока, только единственный, в котором четко идет превышение рождаемости над смертностью все эти годы. И несмотря на ковид, это у нас сохраняется, и я уверен, будет и дальше сохраняться. И вот эти все достижения надо закреплять и дальше развивать. И, конечно, вот то, что вызвало, наверное, одну из самых таких положительных эмоций во время оглашения послания, но и потом в обсуждении, это то, что в следующем году, в год столетия нашей республики, все дети, которые родятся у нас в Якутии, получат целевой капитал 100 тысяч рублей. Вот сейчас уже положение практически готово, и мы очень надеемся, что уже в новогоднюю ночь у нас появятся первые получатели сертификатов на целевой капитал 100 тысяч рублей. Перейдем к сфере экономики. Промышленный сектор продолжает расти. За 9 месяцев рост промышленных показателей составил 22%. К концу года эта цифра наверняка стала выше. Плюс ко всему, Алроса в этом году перечислила рекордную сумму дивидендов в бюджет республики. Кроме того, промышленные гиганты продолжают освоение новых месторождений на территории республики. Александр Сергеевич, какие основные итоги совместной работы с промышленными компаниями подведете и какие планы на будущее? Безусловно, Якутия сегодня является драйвером промышленного роста Дальнего Востока. Мы считаем, что, наверное, по итогам года, конечно, цифра будет чуть меньше 20%, потому что уже в декабре прошлого года наша промышленность начала активно восстанавливаться. И сейчас я считаю, что мы где-то на уровне 16-17% по итогам года промышленный рост зафиксируем. Это, на самом деле, крайне значительная величина. Она сопоставима, наверное, с лучшими показателями в Китае, когда вот Китай активно рос. Вот Китай вот рос такими темпами, да, как сейчас вот растет Якутия. Это, безусловно, огромное достижение. Это
труд десятков, сотен тысяч людей, это вот их уже количественное, качественное измерение. Якутия в этом году обновляет исторические максимумы по добыче ряда полезных ископаемых. 30 миллионов тонн угля. Совсем недавно мы добывали 10 миллионов. 17 миллионов тонн нефти, 12,5 миллиардов кубов газа, 40,5 тонн золота. Это вот те цифры, о которых еще года 3-4 назад мы даже и не могли думать. Так? Но сегодня это уже реальность. Реальность, достигнутая трудом, еще раз говорю, огромных многотысячных коллективов. И, безусловно, самое главное то, что вот в результате этого труда создается национальный продукт и нашей страны, и нашей республики. И, конечно же, улучшается жизнь жителей всей республики, потому что мы последние годы проводим и будем дальше проводить такую полномерную политику, чтобы вот развитие экономики неизбежно тут же сопровождалось все-таки увеличением доходов бюджета республики. Ну и, соответственно, это уже на общую копилку для всех якутян, вне зависимости от места проживания. И, конечно же, вот то, что мы сегодня достаточно уверенно развиваем и социальную сферу, строим большое количество и жилья, и социальных объектов, и дорог, это как раз дает нам то пополнение бюджета, доходной его части, которую мы сегодня имеем. Я сегодня могу озвучить это уже. Мы впервые в истории, это еще не озвучивалось так публично, бюджет республики по итогам года превысит его доходная часть 300 миллиардов рублей. Вот никогда у нас такой цифры не было, но вот по итогам этого 2021 года бюджет республики, его доходная часть, она превысит 300 миллиардов рублей, даже, наверное, 310, вот так я скажу. Это, еще раз говорю, это показатель того, что вот хорошая работа промышленных компаний, она неизбежно вот сказывается уже на доходной части бюджета республики. Это правильно, вот так мы дальше и будем работать. В декабре завершилось строительство круглогодичного комплекса «Саюри». Проект стартовал в 2016 году с небольшой экспериментальной теплицы. В настоящее время это крупнейший поставщик овощей для Якутии, работающий круглый год. Какие основные достижения в области сельского хозяйства вы можете отметить и как планируете развивать сельскохозяйственный сектор? Безусловно, год для селян был крайне непростой. Самая сильная засуха за всю историю метеонаблюдений, она, конечно, привела к тому, что у нас и заготовка сена гораздо ниже планируемой, так и овощи, картофель, зерновые, конечно же, мы процентов на 10 собрали меньше того, чего планировали. Вместе с тем, я бы хотел выразить благодарность нашим селянам, которые, несмотря на эти сложнейшие погодные условия, не допустили серьезного снижения производства. У нас производство в целом производство по сельхозпродукции по итогам года будет примерно на уровне прошлого года. Так, это, еще раз говорю, учитывая погодные условия этого 2021 года, конечно, это большое достижение. При этом нам удалось достичь главного. Вот на конец года у нас поголовье крупного рогатого скота и лошадей не только не сократилось, оно даже немножко выросло. Я считаю, что это вот как раз показатель доверия населения и сельхозтоваропроизводителей к той политике, которую республика проводит. Мы последние годы поменяли систему финансирования. Знаете, вот в прошлом году было большое обсуждение, мы максимально широко его обсудили, как раз переход на субсидирование поголовья дойного стада в личных подсобных хозяйствах, увеличение серьезное до 50 рублей по субсидированию в организованных формах хозяйствования. Конечно, есть вопросы, где-то народ очень доволен, где-то есть вопросы именно по порядку взаиморасчетов, есть вопросы вот как раз по приемке молока от личных подсобных хозяйств, но эти все вопросы решаемые. Главное, люди поняли, что сейчас мы именно вот в поддержке сельского хозяйства делаем упор на то, чтобы деньги в первую очередь получали те, кто производит продукцию. То есть деньги доходили до людей, они оставались у посредников там, в основном в городе Якутске. И это играет роль. Вот в этом году, по нашим подсчетам, именно селяне, те, кто держит скот, те, кто производит молоко в организованных формах хозяйства, они практически на 1,5 миллиарда рублей больше получили, нежели чем в 2020 году. Это уже само по себе большая цифра. И более того, у нас на следующий год, на 2022 год,
заявлены рекордные объемы поддержки сельского хозяйства. Никогда республика, хотя мы всегда в республике гордились тем, что мы сельское хозяйство серьезно поддерживаем, таких средств не выделяла. 12,5 миллиардов, это напрямую будет из республиканского бюджета выделено средств на поддержку сельского хозяйства. Более того, еще достаточно серьезная сумма, вот сейчас уже после подписания соглашений где-то в январе будет понятно, у нас будет выделено на программу из федерального бюджета по комплексному развитию сельских территорий. Это тоже все равно неразрывно связано как раз с улучшением качества жизни селян. Поэтому мы считаем, что объем поддержки сельского хозяйства, села в этом году будет рекордным. Появились новые субсидии. Некоторые субсидии были, опять же, увеличены в 2 раза по сравнению с тем, что было до этого, например, по поголовью, опять же, лошадей. Так, у нас увеличено серьезнейшим образом финансирование оленеводства. Мы наконец-то начнем выплачивать людям заработную плату, которая занята в оленеводстве, равную минимальной оплате труда. Так, у нас раньше она была значительно меньше. Появятся субсидии новые по зерновым, по картофелю, по заготовке мяса. В общем, именно по тем направлениям, которые, еще раз говорю, у нас всегда были традиционные, но субсидии были или не выдавались, или они выдавались в мизерном размере. Мы сегодня кратно увеличиваем поддержку. Более того, после некоторой задержки последних лет мы опять возобновляем финансирование инвестпрограммы по субсидированию строительства канибаз, овощехранилищ, то есть того, чего людям непосредственно, которые заняты сельским хозяйством, на местах нужно. Ну и, конечно же, мы все равно не забываем о высокотехнологичных производствах. Все равно сельское хозяйство Якутии также должно становиться в ногу со временем. И высокотехнологичные производства, такие как проект «Саюри», который в свое время Алмаз-Эргенбанк вместе с японскими партнерами в 2016 году при поддержке городской администрации Якутска начал. Вот такие проекты будут реализовываться. Сегодня «Саюри» — это уже очень высокотехнологичное, одно из лучших тепличных хозяйств уже не только Дальнего Востока, но и страны по оценке всех специалистов. Так, на площади более 3 гектаров будет производиться 15, уже сегодня производится 15 видов продукции, начиная от огурцов, томатов, заканчивая баклажанами, зеленью и даже клубникой. Это как раз показатель того, что и высокотехнологичное сельское хозяйство в условиях Якутии, оно способно работать и приносить пользу людям. В Якутии растет объем финансирования национальных проектов. За 3 года на их реализацию в республике направлено свыше 94 миллиардов рублей. 2/3 этой суммы федеральное финансирование. В следующем году из федерального бюджета на нацпроекты в регион направят свыше 24 миллиардов рублей. Такая масштабная поддержка. Это в первую очередь ваша большая заслуга, Александр Сергеевич, за что хочется сказать спасибо. Как вы оцените темпы реализации национальных проектов в Якутии? Безусловно, национальные проекты нашей страны – это детище нашего президента Владимира Владимировича Путина. Именно благодаря нему эти проекты появились, благодаря нему эти проекты развиваются, финансируются и, конечно, меняют жизнь в стране к лучшему. Я с коллегами разговариваю, губернаторами, главами регионов. И знаете, именно нацпроекты сейчас послужили таким серьезным драйвером развития очень многих отраслей. Безусловно, в Якутии национальные проекты имеют колоссальное значение, особенности по аварийному жилью, потому что у нас самая масштабная программа по расселению аварийного жилья в стране. 16% всей этой огромной программы, которая в стране реализуется, это Якутия, одна шестая часть. Это как раз благодаря непосредственной прямой поддержке и президента, и председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина. Эта программа у нас в Якутии работает, знаете, на полную катушку, и уже 12 тысяч человек по итогам 2021 года нарастающих переселены из тех аварийных домов, в которых они проживали. Более того, программа идет дальше. В следующем году нарастающим мы уже 25 тысяч человек уже переселены из аварийных домов. По всей республике строятся дома. Наконец-то в эту программу попали все районы, все города республики. И сегодня жилье строится в самых отдаленных уголках Якутии, даже в Арктике, где многоквартирные дома после развала Советского Союза вообще не строились. Безусловно, одним из таких главных национальных проектов, реализуемых на территории нашей республики, это проект по безопасным, качественным автомобильным дорогам.
Благодаря нему вот в этом году, например, в Якутск получил 48 километров новых улиц, дорог. И самое главное, не только в центре города, да, но и уже в пригородах. И сегодня вот новое есть окружное шоссе в 2 полосы в каждую сторону. Замечательное так появилось в городе. У нас появился сейчас вот уже проезд из птицефабрики в ДСК, о котором мы тоже многие годы мечтали, так, тоже очень современный. И более того, эти темпы никак не снижаются. Мы все равно и дальше будем и по аварийному жилью, и по проекту безопасных, качественных автомобильных дорог развиваться, идти вперед и строить и в Якутске, и в других наших районах, и дороги, и жилье, социальные объекты, те же школы, детские сады, которые строятся при поддержке вот как раз национального проекта «Демография». Безусловно, все это будет работать. И я уверен, что в дальнейшем как раз благодаря этим проектам улучшение качества жизни якутян будет идти более быстрыми темпами. Действительно, один из самых успешных национальных проектов, реализуемых в Якутии, это безопасные и качественные автомобильные дороги. В этом году принят 231 километр дорог, если говорить в целом по Якутии. У них гарантия 10 лет. На завершающем этапе подготовка к строительству важнейшего транспортного объекта, это Ленского моста. Завершено строительство и взлетно-посадочные полосы аэропорта Якутск. Идут работы над аэропортами в Мирном и Нерюнгринском районах. Озвучите, пожалуйста, основные, на ваш взгляд, достижения в транспортном секторе. Вот я по дорогам некоторую часть проинформировал, но хочу сказать, что, например, если смотреть по республике в целом, у нас в этом году построено 11 новых мостов. Это тоже такого достижения у нас раньше не было. Так? Мы ведь строим мосты и по региональным дорогам, по муниципальным дорогам. Сейчас очень большая работа идет по федеральным автомобильным дорогам. После заседания Госсовета по транспортной стратегии, на котором я выступил как раз с предложением о включении в протокол Госсовета пункта о круглогодичном проезде по автомобильным федеральным дорогам Якутии, по Колыме, по Лене, по Вилюю. Это мое предложение было поддержано президентом, попало в окончательный перечень его поручений, и сегодня уже активизировались работы вот как раз по строительству наших мостов не только через Лену, да, но и через Вилюй, через Алдан. Мы планируем, что уже в следующем году начнется строительство дороги моста в районе Верхневилюйска, самого крупного моста через Вилюй. В следующем году уже начнется проектирование 3 оставшихся мостов, уже поменьше через Вилюй. Так? И мы планируем, что уже вот в этом десятилетии все мосты по дороге Вилюй от Мирного до Якутска будут построены. Более того, сейчас начнется активное проектирование дороги дальше Мирный, Ленск, и мы все-таки настаиваем на южном варианте через Пеледу и Витим с выходом в Иркутскую область, чтобы, еще раз говорю, поручение президенту о обеспечении круглогодичного проезда по этой дороге от Иркутска, считайте, до Магадана, оно было выполнено уже к 30 году. Там и Ленский мост, там и мост через Алдан. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, что вот транспортная инфраструктура Якутии находится постоянно в зоне внимания президента, правительства страны, несмотря на те некоторые разногласия с министерствами, которые у нас есть по Ленскому мосту, именно по не то, что не по необходимости моста, с необходимостью моста-то уже все согласились, а именно по долям финансирования, уверен, что мы этот вопрос решим именно в интересах нашей республики, и Ленский мост тоже будет построен. Что касается аэропортов, здесь работа идет четко по плану. Единственное, что я отмечу, что по городу Якутску, по его аэропорту мы не закончили реконструкцию, она будет продолжаться. В 2022 году вот полоса будет действовать в том же режиме, что вот и сейчас, но в 2023 году месяца на 4 мы все-таки будем, наверное, вводить определенные ограничения, такие же, какие были этим летом, для того, чтобы вот оставшуюся часть уже полностью сделать. У нас закончена реконструкция взлетно-посадочной полосы в Нерюнгри. Оставшиеся сейчас работы, это уже по строительству непосредственно аэровокзального комплекса, мы тоже уже должны в 2022 году закончить. Вот. Ну и большая работа сейчас разворачивается в Мирном. Вот там в Мирном вообще строится и новая полоса, и новый аэровокзальный комплекс. Это такой крупный проект с участием финансирования со стороны компании «Алрос», со стороны федерального бюджета. Надеюсь, что тоже в ближайшие годы все работы будут строго по графику выполнены, и Мирный тоже получит современный аэровокзальный комплекс, достойный алмазной столицы нашей республики.
Ну, к успеху транспортного сектора, конечно же, можно отнести и субсидированные авиаперелеты для якутян в Москву и Санкт-Петербург. Данная программа получила положительный отклик у жителей региона. В прошлую встречу в ноябре вы говорили о завершающем этапе переговоров по продлению этой программы. Удалось ли добиться положительного ответа? Да, я сейчас могу сказать, что решения приняты. У нас субсидированные рейсы в центральные районы республики, страны, центральные города Москвы и Санкт-Петербург из Якутска, Мирного, Нерюнгри будут. Причем будут они с самого начала года. Сейчас уже идет оформление документов уже в правительстве Российской Федерации, где четко распределены, какие компании будут пользоваться этими возможностями для продажи субсидированных билетов населению. Хочу сказать, что из Мирного это в первую очередь будет авиакомпания «Алроса», из Нерюнгри авиакомпания «Якутия», а из города Якутска билеты для льготной категории населения будет обслуживать авиакомпания «Якутия», а для уже всей другой части населения, для всех это будет «Аэрофлот». Вот. Такое решение принято, оно нас вполне устраивает. Главное, чтобы люди с самого начала года уже могли пользоваться теми льготами, которые вот по решению президента в рамках поддержки дальневосточников были приняты по итогам вот Восточного экономического форума этого года. И, безусловно, это очень важно. Более того, скажу, что, опять же, по поручению президента принято решение, что вот льготная часть населения, это вот у которой льготы были и ранее, да, сейчас это становится уже безусловным обязательством государства. У нас раньше как было, например, вот в этом же году, в прошлом выделялось определенные средства на авиакомпании. Авиакомпании достаточно быстро билеты эти льготные именно для льготной категории населения, в частности для пенсионеров, продавали. Потом уже говорилось, что деньги закончились, билетов больше нету. Так? И определенную уже часть года льготирования по билетам не было. Сейчас же это становится, еще раз говорю, обязательством государства. То есть деньги сейчас выделены будут, например, на рейсы из Якутска, если не ошибаюсь, порядка $500 000 000 рублей будет выделено на субсидирование именно льготной части населения. Да? Если эти деньги будут быстро уже отобраны, билеты все будут проданы, то будет уже возобновление дальше. То есть деньги будут автоматически уже добавляться для того, чтобы льготная категория населения могла и дальше летать. Это тоже очень важное, на самом деле, для всех наших льготников решение, которое принято благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина. Александр Сергеевич, вы уже упомянули о масштабной программе переселения из аварийного жилья. На территории республики действительно реализуются самые крупные объемы переселения. Расскажите, каких успехов удается достичь в реализации этой программы и какие объемы будут расселены в наступающем году и, может быть, в последующие годы? Еще раз подчеркну, что это самая крупная программа, которая реализуется на территории всей страны. Мы свыше 1 000 000 квадратных метров аварийного жилья должны расселить до 2025 года. Да? Безусловно, здесь очень важно понимать, что у людей есть сегодня право или новую квартиру получить, или получить компенсацию денежную. Так, во многих местах многие люди получают денежную компенсацию. Здесь еще раз хотел бы подчеркнуть, что это право человека. Тут никто не может на него давить, заставлять там или жилье, или наоборот могут заставлять там деньги получить. Да? Человек должен сам свое право реализовать. И государство должно это право уважить и полностью дать возможность человеку реализовать свои конституционные права. Что касается вопроса о дальнейшем. Сегодня уже принято концептуальное решение по стране, что программа эта будет продолжаться. То есть уже в следующий этап это аварийное жилье признано таким после 2017 года, с 1 января 2017 года по 2021 год. И, безусловно, здесь тоже большая работа нам предстоит и по городу Якутску, по другим населенным пунктам, где такое жилье в достаточно больших объемах еще сохраняется, для того, чтобы мы уже вот в этот этап, уже третий этап, скажем так, переселения из аварийного жилья тоже вошли, свои цифры защитили, и могли работу так организовать, чтобы люди получили качественное, комфортное жилье. Здесь хочу подчеркнуть, что, к сожалению, еще встречаются случаи, когда подрядчики допускают нарушения, но здесь закон на стороне
жителей, закон на стороне как раз защиты прав людей, и в рамках гарантийных работ все эти нарушения должны вскрываться, и, безусловно, они должны устраняться. За этим контроль и Управление государственного строительного жилищного надзора республики, органы местного самоуправления, республиканские власти, ну и надзорные органы в лице прокуратуры тоже бдят, так, и нарушения, ну, к счастью, их не так много, но если они выявляются, они, конечно же, быстро достаточно уже должны устраняться. Отмечается завершение года и множеством кадровых перестановок, назначены новые министры, в частности здравоохранения, природопользования, образования и науки, назначены новые руководители администрации, главы и правительства. В своем послании к Госсобранию вы также отметили роль администрации. С чем связаны эти назначения и каких результатов планируете достичь с новыми руководителями? Безусловно, жизнь идет вперед, и необходимо вот такие преобразования, изменения постоянно проводить, именно исходя из тех задач, которые стоят перед той или иной отраслью. Безусловно, здравоохранение в рамках дальнейшего развития, в рамках вот десятилетия здоровья должно претерпеть качественные изменения, о которых я говорил, и решать их, вот я уверен, что новый министр Лена Николаевна Афанасьева будет на высоком уровне, это специалист высочайшего класса, уверен, что у нее все получится. По образованию, учитывая то, что в Республике Саха-Якутия всегда вопросам развития образования, науки уделялось колоссальное внимание, мы должны вот весь наш опыт как раз использовать для того, чтобы, опять же, улучшить качественное образование в республике. И не только качество образования, об этом я тоже говорил в своем послании, мы должны детей наших воспитывать уже в школе. Не просто давать им знания, но и воспитывать. И вот вопросы патриотизма, гражданственности, они, конечно, должны занимать уже в системе нашего образования далеко не последнее место. И не должны из повестки уходить, а наоборот должны в эту повестку входить. Уверен, что у Ирины Павловны Любимой это тоже получится. Что касается экологии, то здесь, конечно, вопросов у нас много. Это и вопросы бережного отношения к экологии и реализация моего указа первого по экологическому благополучию, заканчивая уже вопросами борьбы с лесными пожарами. Уверен, что вот поддержка со стороны Государственного собрания, куда сейчас Сахавин Миланович Афанасьев, который долгие годы возглавлял Министерство экологии, он сейчас туда перешел, возглавил постоянный комитет. Уверен, это качественно поднимет работу по защите экологии на законодательном уровне. Ну а Евгений Андреевич Перфильев на уровне как раз министерства сможет организовать работу по как раз тем болевым точкам, которые сегодня у нас есть. Человек с большим опытом, работа и в метеослужбе, которая сегодня, кстати, вот в рамках создания системы контроля за вечной мерзлотой общестранового начинает свой такой авторитет и свой статус резко повышать. Вот, уже и он и в министерстве нашем успел поработать, и работая в контрольном комитете, Илтуман тоже проявил себя самой хорошей стороны. Ну а что касается администрации, главы и правительства, я в своем послании говорил, мы должны не только слышать население, да, но мы должны научиться уже вот, реально власти и общество взаимодействовать, доверять друг другу. И вот как раз вопросом повышения доверия населения к власти, умение власти работать с запросами населения, общества, администрация, главы и правительства должны уделять первостепенное значение. Так? И уверен, что у Георгия Николаевича Михайлова в этом вопросе тоже все получится. Говоря о новых руководителях, нельзя не обойти стороной и муниципальные выборы. Не так давно в Мирнинском и Чурапчинском районах выбрали новых глав. Как вы оцените выбор мирнинцев, чурапчинцев? Как будете строить работу с новыми руководителями районов? Безусловно, я всегда уважал и буду уважать мнение народа, мнение избирателей. Если люди доверили тому или иному человеку представлять их интересы, управлять своим муниципальным образованием, власть должна с этим человеком работать. Так? И, конечно же, я рад, что в этом году прошли у нас серьезные выборы в крупнейших наших муниципальных образованиях республики. Это и город Якутск, это и Нерюнгринский район, Мирнинский район. Прошли выборы в крупных сельскохозяйственных районах, северных районах. Вот, это и Чурапчинский, и Жиганский, и Булунские районы. И, безусловно, меня радует, что к власти пришли люди
относительно молодые, но уже с хорошим опытом работы и на государственной службе, муниципальной службе, в органах, скажем, управления крупных компаний. И вот, безусловно, вот такой сплав молодости и опыта, желание изменить жизнь людей в своих муниципальных образованиях к лучшему, он обеспечит изменения позитивные на этих территориях. Мы будем их только поддерживать. В этом году у нас вышли стратегические указы по развитию города Якутска, Нерюнгринского района. Вот сейчас готовится такой же документ по Мининскому району. И уверен, что при поддержке и исполнительной, и законодательной ветвей власти, при поддержке руководства республики, вот, работа в этих районах будет еще более качественной, более позитивной, да, для того, чтобы люди на местах, самое главное, чувствовали изменения к лучшему. Александр Сергеевич, ну и последний вопрос на сегодня. К концу года эпидемиологическая обстановка в Якутии начинает постепенно выравниваться. Вы даже подписали указ о снятии некоторых ограничений. В частности, в торговые центры теперь можно ходить без предъявления QR-кодов, разрешено проведение спортивных событий с заполняемостью зрителями на 50%. Работа заведения общественного питания продлена до часа ночи. Это, можно сказать, новогодний подарок, чтобы люди отметили корпоративные праздники. Как вы считаете, есть ли такая возможность в наступающем 2022 году одержать окончательную победу над коронавирусом и, например, отметить Асеху-Лонхо в вашем родном Верхневилюйском районе без ограничений? Хотелось бы верить, что мы сможем болезнь победить. И вот, безусловно, сейчас под конец года эпидситуация по Якутии, она достаточно значительно, серьезно улучшилась. Мы сейчас вышли на показатели заболеваемости где-то порядка 100 человек в сутки, да, чуть больше, чуть меньше. Такого у нас не было, наверное, ну, практически где-то с весны этого года. Да? Но при этом хочу сказать, что, конечно же, это достигнуто и благодаря тому, что мы все более-менее ограничительные меры соблюдали, несмотря на определенные сложности. И благодаря тому, что у нас все-таки значительное количество населения прошло вакцинацию. У нас первым компонентом по республике 73% населения уже вакцинировалось. И это, еще раз говорю, именно это позволило заболеваемость резко снизить. Вот по Якутску, например, я город хвалю, молодцы, 76%. Так? И это... Вот именно это позволило сегодня заболеваемости по Якутску резко упасть. Сегодня Якутска, если раньше там 50-60% больных было из Якутска, то сегодня уже 27%. Вот. И вот именно там, где, к сожалению, темпы вакцинации невысокие, где еще там они 60-65%, у нас заболевших больше всего. Так, это вот ряд промышленных районов, ряд сельскохозяйственных районов, не буду здесь их называть, они прекрасно об этом знают. Но вот чем быстрее, чем больше мы вакцинируемся, тем более быстрыми темпами падает заболеваемость. К сожалению, вот по всему мире сейчас вот эпидемия тоже подняла голову вот из-за нового штамма коронавируса омикрона. Наверное, он все-таки и в страну нашу пройдет, потому что уже там более чем 100 стран уже вирус зафиксировали. Здесь, конечно, мы должны быть готовы, мы не расслабляемся. Вот оперативный штаб у нас проходит практически ежедневно. На последнем штабе я дал поручение именно, чтобы и во время новогодних каникул вакцинация у нас везде повсеместно шла с 9 до 15 часов, так, чтобы запас лекарств, медицинских коек был обеспечен. Ну и чтобы все-таки те ограничительные меры, которые у нас не так многие осталось, все-таки мы все вместе с вами соблюдали. Это очень важно для того, чтобы, ну, скажем так, болезнь не распространялась. Ну и еще раз хочу сказать, что прививайтесь. Я вот уже второй раз прошел ревакцинацию. Сначала вот привился, потом вот уже один раз ревакцинировался, сейчас второй раз ревакцинировался. И тоже вам советую, потому что ревакцинация — это сейчас, ну, абсолютно тоже необходимое условие для поддержания вот этого иммунитета в организме. Действительно, новогодние выходные — продолжительное, хорошее время, чтобы пойти и пройти ревакцинацию. Александр Сергеевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе, ну и, конечно, с наступающим вас Новым годом. Вас тоже разрешите поздравить и всех телезрителей с наступающим Новым годом, пожелать всего самого хорошего, счастья, успехов, удачи и, главное, крепкого здоровья. Спасибо, Александр Сергеевич. Спасибо. Глава Якутии Айсен Николаев озвучил основные итоги работы, ну а мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.